Какой чай ты обычно предпочитаешь? В зависимости от времени года. Летом зеленый, зимой черный. Здорово. Но всегда добавляю какую-то изюминку. Ну, в данном случае вот душица. это будет душица. Матрюшка. Матрюшка по-татарски. Матрюшка. А почему вот, матрешка тоже, наверное, от этого уже пошла? Ну, красиво же будет. Матрюшка. Матрюшка. А то душица. А слово душ. Души. Прекрасные порывы. Пословица такая была. Кяхтинский чай и белый московский калач так ужинает богач. Да? Полдничает богач. Да? Да. Здорово. Настоящий чай пьют без сахара? В прикуску. Ну, мы в прикуску с медом. Здорово. Аромат. Татары пьют чай с молоком. У нас для этих целей есть молоко Моленко. Ты не откажешься? Не откажется. Я в плане, что если пьют чай с молоком, то делают его правильно. То есть Вот что значит профессионалом. в молоко заливают чай. Да? То есть сначала надо было налить молоко? А потом наливаем сверху чай. И тогда это будет кулинарно грамотно и правильно. В этот момент как раз и раскрываются все полезные свойства молока, и заварка раскрывает свои яйца. А так мы просто разбавляем чай. Я предлагаю тебе просто разбавить чай. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Это называется игра в 4 руки. Наша курочка аккуратненькая, не развалилась, ведет себя адекватно, да? Не курица, а просто... Это такая компактная, аккуратная, да. Завернутая в кармашек, вот она сохранила все свои. Вот посмотрите, какая должна быть настоящая курица. Процедили бульон. Мы процедили бульон и теперь аккуратно выкладываем наши пассерованные овощи В бульончик. в бульончик. Куриный бульончик, заметьте, какой он прозрачный. Да, замечательно прозрачный бульон, я дно вижу. И потом мы наши мучные изделия Засыпаем. в качестве соломы засыпаем туда. Ну, для того, чтобы довести до кипения, можно Да, прикрыть. надо закрыть. Можно закрыть. Хорошо. Обрати внимание, как наш хлеб там поживает. Хлеб Как он выглядит там? поднялся. Да ты что? Да. Это знаешь, это есть такое старинное английское выражение. Magic. Magic. Magic брод. О, закипело. Так. Потихонечку вот таким вот Макаром. макаром. Без Старину. макара здесь не получится. Вот с макаром. Ну, конечно. Как? Нашу Куда ты лапшу денешь? с использованием гороховой муки мы засыпаем. Как ты понимаешь, надо положить специи какие-то, да? В данном случае лавровый лист. Ну, надо положить? Надо лавровый лист положить, но мы сделаем по-другому. Мы возьмем немного бульончика и заварим им лавровый лист. и лаврушка там заваривается. Да, и буквально 2-3 минутки он заваривается, и отваром ему выкладывается. А саму лаврушку? А лаврушку зачем класть? Это как вот в загадке. В суровом виде не едят, а вареным выбрасывают. Лаврушка. Если положить лаврушку и чуть-чуть передержать, слишком аромат может перейти. Чтобы не совершить эту ошибку, мы просто не будем класть, а будем использовать отвар. Для хлеба у меня есть специальный такой рушничок. Зелень. Ты не против, я к супчику зелень? Конечно, конечно, Хорошо. замечательно. На правах радушного хозяина. Со дна пожиже тебе, да? Со дна. Понял. Если получится, пожиже. Да-да-да. Тебе, как всегда, крылышко? Мне, как обычно, ножку. Ложки здесь всего 2. Что делать, Фауст? Пока еще не вырастили ни одну курицу с 4 ногами. И с 2 головами. А для чего, говорит, вам курица с 2 головами? Масса-то останется та же, зато растет поголовье. Так, ну хлеб наш готов. Да. Мы его достаем, и я скажу, как нужно проверить готовность нашего хлеба. Она проверяется как-то Да, по-особенному. она проверяется по-особенному. Тан-тан-тан. Та-да-да-да-да-тан-тан-тан-тан-тан. Так. Так. Сюда. Переворачиваем и стучим. Под глухой звук Ну-ка, ну-ка. означает, что хлеб готов. Здорово.
Мы его вот сюда выкладываем, но он должен у нас несколько минут постоять, кстати, отойти слегка, подышать. Мы его закрываем. То есть хлеб это все-таки живой организм, да? Это живой организм. Немножко должен, знаете, как это так, чуть-чуть. Бывают хлеба, которые нужно сутки для того, чтобы он до конца созрел. Да? А есть хлеб, который достаточно минут 5. Вот этот вот Вот как раз 5 минут он у нас. А за это время мы с тобой продегустируем наше творение. Ну и любое без копейка просто-напросто. Татарское блюдо? Да, без копейка просто-напросто не татарское. Понятно. Угощай. Хорошо. У нас есть замечательный котык. Тоже моленько. Надо в прикуску? Да, Или... сначала вот так. Вот так, да? Подготовить желудочно-кишечный тракт наш. Кисленький. Это ты по-научному. И наша домашняя лапша с гороховой мукой. Вот это да. Вы знаете, домашняя лапша с гороховой муки обладает каким-то удивительным вкусом. Вкусом гороха. Гороховый? Гороховую кашу ел. Я чувствую, что Гороховый кисель ел. лапша. Но чтобы Ну, чтобы лапша. чтобы в лапше горох. Рецепт теста для домашнего хлеба. 25 граммов дрожжей развести в стакане теплой воды, добавить щепотку сахара. Просеять 450 граммов муки, добавить щепотку аскорбиновой кислоты. Добавить соль и столовую ложку масла. Соединяя разведенные дрожжи с мукой, замешиваем эластичное тесто. Тесто отправляется в теплое место на брожение на 30 минут. Далее тесто обминается, выкладывается в форму и помещается в теплое место на 30 минут на расстойку. После того, как тесто поднялось, его помещают в духовку и выпекают при температуре 200 градусов Цельсия. Примерно 20 минут. Хорошо бы еще стаканом молока бы запить, коротко. Удивительно такой тонкий вкус настоящего деревенского хлеба. Хотя сделан не в деревне, а в городских условиях. Спасибо, дорогой Ренат, за то, что ты приоткрыл сегодня для нас один из секретов татарской кухни. А нам остается только напомнить, что в гостях у нас был замечательный знаток татарской кухни, кулинарный консультант и носящий гордое звание аш-астазы Ренат Галиакберов. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Программа «Секреты татарской кухни» готовит с посудой «Цептор». Моленька на столе – забота о семье. Морозильник Ларь Позис – решение и для современной деревни. Смотрите на ТНВ кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Музыка татарской кухни. Азу в исполнении председателя Союза композиторов Татарстана Рашида Калимуллина.